Отец Херувим, почему вы все время говорите о смирении? В нашей жизни смиренным быть нельзя. Ты ничего не добьешься, тебя не будут уважать на работе. Ну, о каком смирении можно говорить? Да, смирение вообще очень интересная вещь, если можно так сказать, потому что смирение – это, в принципе, одежда Бога, потому что и Бог не вознушался всей человеческой природы, несмотря на всю шаткость, упадок, падшесть этой природы, и снизошел до нашего с вами состояния, будучи во всем подобном, но понятно, что кроме греха. И смирение – это в этом Бог нас научает, как раз в том, чтобы иметь внутреннюю силу. То, что мешает, кажется, как раз оно и будет говорить о некой внутренней силе. Почему? Потому что порой человека провоцирует на что-то, но вот эта внутренняя сила, заключающаяся вот в этом смирении, она по слову своего рода Иавы Сосоя Великого, который еще в древности сказал: если и небо упадет на тебя, не нарушится мир души твоей. То есть вот этот мир, который внутри, он как раз мир божественный, который и говорит о тишине, о спокойствии, о том, что человек уже в какой-то степени приближается вот к состоянию смирения. То есть он готов с любыми ситуациями в контексте современного человека сотрудничать, скажем так, да? Сотрудничать именно с любой ситуацией, но и принимать ее, но и не просто принимать, а так ее переваривать. Ну, если простите за такое сравнение, но стать подобной земле, которая в себя принимает все, любые нечистоты, да? Но при этом, приняв в себя это, переработав это, получается прекрасный перегной, на котором все пышет любое растение, и цветы, и огороды, и все.